Последние новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. Около 50 тысяч граждан государств Центральной Азии в 2023 году нелегально пересекли границу США. Как пишет британская Daily Mail, об этом на пресс-конференции еще в феврале этого года заявил сенатор от штата Монтана Стив Дейнс. Противники нелегальной миграции опасаются, что среди этих людей могут быть члены спящих террористических ячеек. Сообщается также, что сейчас ожидают судебных слушаний по предоставлению убежища в США 17 тысяч мигрантов из Узбекистана, а также 7 тысяч из Кыргызстана, 3 тысячи из Таджикистана, 2,7 тысячи из Казахстана и 2,2 тысячи из Туркменистана. По данным некоммерческой организации Информационного центра доступа к записям транзакций, отслеживающей судебные слушания по делам о предоставлении убежища, в минувшем году 2194 гражданина Туркменистана подали в США заявление на убежище. В 2024 фискальном году, который длится с октября 2023 по сентябрь 2024 года, их насчитывается уже 1956 человек. Это больше, чем соискателей убежища из таких стран, как Азербайджан, Беларусь и Иран. Выступление Дейнса было посвящено росту числа нелегальных мигрантов в целом и из Китая в частности. Сенатор отметил, что выходцы из Центральной Азии также представляют собой проблему. Daily Mail отмечает, что предупреждения Дейнса о спящих террористических ячейках не являются необоснованными. Издание напоминает, что в августе прошлого года более 10 граждан Узбекистана, просивших убежище в США, попали под следствие из-за того, что контрабандист, который вез их в страну, оказался связан с исламским государством. Стоит отметить, что на днях обвинения в террористической деятельности предъявили группе выходцев из Центральной Азии в Германии. Среди них есть один гражданин Туркменистана, которого называют Ата-А. Мигранты были задержаны летом минувшего года. По версии следствия, они собирали деньги для нужд исламского государства. Волна облав на нелегальных мигрантов из Центральной Азии недавно прокатилась по России. Это случилось после террористической атаки на концертный зал Крокус Сити Холл, в результате которой погибло почти 150 человек. Теракт осуществили граждане Таджикистана, а ответственность взяло на себя афганское отделение исламского государства. В то же время стоит отметить, что абсолютное большинство граждан Туркменистана едут за рубеж не по каким-то радикальным мотивам, а из-за банальной безработицы, безденежья и плохих условий жизни у себя в стране. В последние годы даже люди, имеющие неплохую по местным меркам работу, обнаруживают, что за рубежом, на неквалифицированных должностях, они могут зарабатывать больше денег. Поэтому из Туркменистана сейчас массово уезжают работники полиции, военные и врачи. Одним из факторов радикализации служит нелегальный статус. Власти Туркменистана способствуют маргинализации мигрантов, не продлевая им паспорта в посольствах и консульствах за рубежом. Для решения вопроса с документами необходимо вернуться на родину, и высока вероятность того, что обратно человека не выпустят. Из-за этого многие мигранты по истечении срока действия паспортов превращаются в нелегалов, становясь уязвимыми для вербовщиков. На днях Украина запретила выдачу загранпаспортов за рубежом военнообязанным мужчинам. Это вызвало волну возмущения среди тех, кто пытается избежать мобилизации. Вскоре распространился слух, что Россия якобы готова пойти на такие же меры. МИД РФ с возмущением опроверг информацию, сочтя ее оскорбительной для страны. В то же время Туркменистан не участвует ни в каких военных конфликтах, однако много лет поддерживает правила, которые в других странах считаются крайней мерой. У вас есть интересная новость, и вы хотели бы ею поделиться? Пишите нам в секретном чате. Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем вам полную анонимность.